Тема дня информирования – развитие в Республике Беларусь предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности – это один вопрос. Потом проблема производственного травматизма и охраны труда, предупреждение гибели и травматизма детей, месячных белая трость, еще страхование от несчастных случаев в быту и как средство обеспечения финансовой безопасности граждан. То есть вот этот весь материал к единому дню информирования я, как всегда, вам на бумажном носителе оставляю в классе охраны труда. Кому нужен электронный вариант, в приемной возьмете электронный вариант, чтобы вам было проще, чтобы мы сегодня здесь 2 часа с вами не сидели. Почему? Потому что сегодня к нам на встречу пришел еще и наш депутат областного совета Агранович Александр Георгиевич. Мы ему дадим слово, чтобы он с вами побеседовал. Александр Георгиевич, вы позвольте мне одну ремарочку перед вашим выступлением. Он столько много дел делает хороших, что, наверное, уже забыл о том, что когда он шел в депутаты областного совета и выступал здесь перед вами 4 года назад, то мы попросили, отремонтируйте нам фасад. И они сказали, будет сделано. Если честно, я не верила. Почему? Потому что вы же знаете, что шинники нам этот фасад ремонтировали неизвестно сколько. Но благодаря вам наш фасад возле бассейна, та часть, которая к рынку, вы все знаете, уже 4 года стоит в целостности и сохранности, и мы вам все за это очень-очень благодарны. Большое спасибо. Добрый день, спасибо вам. Я уже и забыл, честно говоря, что я это сделал. Я буду краток, вкратце о себе немного. Как депутат областного совета я избирался трижды по 12-му избирательному участку, это 31-я школа. Значит, что я делал как депутат областного совета? Почему я хотел акцентировать, может быть, со мной я пригласил своего помощника, она работает ведущим юристом футбольного клуба «Белшина». Да, я до этого работал директором завода ПДА, с января месяца генеральный директор футбольного клуба «Белшина». Свою депутатскую деятельность я занимался таким образом. То есть регулярно на постоянной основе у Тихановской Татьяны Владимировны, это директор 31-й школы, мы регулярно проводили встречи с избирателями. То есть, что мы делали? Я приглашал, как депутат областного совета, управление внутренних дел сотрудников, зама или кого-то, или начальника, по линии ЖКХ, по линии горисполкома или работников исполнительной власти. Для чего? Жители этого участка, этого избирательного участка, обязательно у кого-то мы не решали глобальных вопросов, мы решали вопросы именно те. У кого-то нет асфальтированной дорожки, женщины идут на этих каблуках, у кого-то греет отопление, у кого-то еще. То есть разных куча вопросов, которые необходимо решать, и порой идут и достучаться не могут. Я официально это делал, приглашал тоже ЖКХ, тоже ГАИ, еще кого-то, те же города, там какие-то вопросы были. Официально давали запросы по тому или иному направлению. И эти вопросы практически всегда решались, потому что они совсем глобальные. Даже пользуясь случаем, мне очень приятно приходить, только не как пациент, а как гость к Ирине Михайловне, вашему энергичному
профессиональному руководителю. Приятно общаться. Вот, в начале моей трудовой деятельности, когда вы у нас весной проводили тоже обследование работников футбольного клуба «Белшина». Поэтому, если даже вот я почему сегодня пригласил, с собой взял помощника, если есть какие-то, может и сегодня вопросы, я не буду вас задерживать, вот именно житейские, те, которые бы я мог бы как депутат областного совета помочь, значит, то я готов их или передать через Ирину Михайловну, мы вам обязательно дадим ответ, значит, ответ и от исполнительной власти, и от меня как депутата. Может, чем-то я вам постараюсь, по крайней мере, помочь, но приходили люди и говорили спасибо на следующем совещании, на следующем очередном, я когда приглашал на этот избирательный участок, и люди говорили спасибо. Вот я чем-то вам покажу определенное содействие. Да, я не построю квартиру, и это не моя функция, но те вопросы, которые необходимо, не житейские, не постоянные, но мешают более свободно, спокойно и нормально жить нашим жителям. И сейчас инициатива была от городского совета депутатов, я его видите, и мы не будем смотреть, вы живете в 6-м микрорайоне или на Дамаске. Принципиально, не важно. Ну и вкратце, как генеральный директор, я хотел бы сказать, что в моем ведении футбольного клуба «Белшина» есть гостиница, есть ресторан, есть 3 стадиона. Это стадион Прокопенко, стадион «Спартак», «Славянка», спортбаза. И мы с удовольствием готовы принять вас в нашем ресторане. Значит, почему я говорю? Я расскажу, значит, хотела, и действительно, я когда пришел в январе месяце, поступил в должность, и я все время говорил, у вас такая тишина, у нас уже в ресторане, как на Новодевичьем. То есть тихо было. Стараемся, мы поменяли меню, пригласили специалистов с Минск-арены, они бывшие баблычане. Значит, стараемся, поменяли полностью меню. И у нас, кстати, выручка увеличилась в 2 раза, поэтому будем рады видеть на корпоративе перед Новым годом, на Новый год. Проводим регулярно на нашем сайте, есть детские праздники раз в месяц, где приходит там, сам хожу сегодня с детьми, и приятно, даже не как отцом, не как мероприятие, а как просто. Если ко мне какие-то будут вопросы, я рад вас выслушать. Если есть какие-то житейские вопросы по любому направлению, то, что я называл, может и любые. Или можете нам задать, вот мой помощник есть, и мы пометим только адрес, фамилия, имя, отчество, какие-то есть вопросы. Если их, может быть, сейчас не готовы сказать, Ирина Михайловна, мы постоянно на связи, я готов их, опять же, выслушать, и дам вам, как депутат областного совета, официальный ответ. Можно в конверте, можно запечатать. Не принципиально. Естественно, я это не вскрою, я не буду смотреть, с какими вы просьбами обращайтесь к областным депутатам. Пожалуйста, в запечатанный конверте, все я передам Александру. Только что более обратный адрес, чтобы была связка. К кому обращаться, я в любом случае вам дам ответ. На сегодняшний день вопросы есть вот сейчас. Кто может встать и при всех какую-то свою проблему озвучить. Кто не хочет при всех, давайте вот так, в кулуарном варианте. Есть сегодня вопрос? Да, есть. Нет. Только кулуарно. Кулуарно? Нет, можно, в смысле, закончим и выйти переговорить. Да, и так было? Нет проблем. Лёнь, тогда поднимешься на 4-й этаж, там приемная, мы откроем кабинет. Напротив приемной 441. Еще какие вопросы? Давайте тогда так. У кого есть вопросы, мы попросим Александра Георгиевича, в 441 кабинете принял всех желающих, кто хочет
обратиться с какими